Всем привет, друзья! Канал про бизнес создан с целью осветить непростой путь предпринимателя. И мы говорим о бизнесе. Сегодня мы познакомимся с героем, с первопроходцем в такой непростой нише, как дилерская торговля автомобилями. Герой выпуска – владелец первой в Якутии автодилерской компании «Колми» Румянцев Николай Иннокентьевич. Николай Иннокентьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рада, что мы с вами сегодня встретились, вы нашли время, да? Расскажите, пожалуйста, о своей компании «Колми». Какие сейчас основные направления? Какие направления? Ну, компания «Колми» это в прошлом году мы отметили 30-летие. 30 лет. Вам сейчас сколько лет? Мне, конечно, некрасиво спрашивать, но вот молодому парню 30 лет нету, правильно? Да. Вот. Пока он не родился, мы уже как бы открылись, уже 30 лет работаем. И достаточно как бы, пока, я бы сказал, стабильно работаем, тоже, это уже, можно сказать, показатель. Конечно. 30 лет тому назад открывшиеся предприятия сейчас на пальцах можно пересчитать. Так что я могу с гордостью сказать, что... Долгожитель. Да, долгожитель. И «Колми» 30 лет. Да. Да, в случае 30-летия даже Ульяновский автомобильный завод нам вручил кубок 30 лет вместе. Вместе. Да, также 25-летие тоже нам вручили кубок 25 лет вместе. Сейчас они принесут, я покажу. Ага. В каком году построен этот? Это в 2018 году. 2018 год, да? Построили. Ага. А Kia сейчас возите? Kia есть, да? Нет, Kia нет. Kia уже с российского рынка ушла. Ушла же, да? Поэтому Kia уже нету. Так что здесь пока мы продаем эти джаковские машины. Какой красивый цвет, такой же. Красивый цвет. Это именно для вас. О, какая красота, еще открывается. Это китаец же, да? Китайцы. Угу. Какого года? Это 23 года. Новый, совершенно новый. Новый год. Цвет просто огонь. Девушки, у каждой девушки есть мечта купить красную машину, но мы потом не покупаем его. С точки зрения практичности. «Колми» юбиляры 2018 год, 25 лет вместе. Да. С УАЗом вместе 30 лет. Вот. Победитель номинации. Да. УАЗ. Поэтому вот это уже как бы вроде такие простенькие как бы, но это памятные. Потому что в Ульяновском автозаводе 30 лет, это когда вручали 25 лет, было нас 5. А когда вручали 30 лет, нас 3 только было. Это какие города? Якутск? Якутск, Ульяновск и Москва был дилер. А на самом-то деле по всей России, по всей СНГ где-то 200 с лишним дилеров. Из них вот те, которые так долго работают, это у нас вторые получается. А так «Колми» в 93-м году я создал. А так на самом-то деле я по образованию геолог. Я прочитала вашу биографию. Окончил Свердловский горный институт. Да, в 86 году сначала я геологией работал, год поработал, потом перешел в Якутзолото. И 5 лет работал, с 87 по 92 год в Якутзолото работал. Вот. Ну а потом, когда Союз развалился, в 92 году тыкался-мыкался, ходил, потом курсы, тогда только открылась Тихоокеанская, по-моему, биржа. Биржа была. И там они курсы брокеров открыли. Курсы брокеров, да? Да, я окончил курсы брокеров и устроился работать в агроброкер предприятие. И там сразу же в первых же торгах меня очень как бы удивило, что эта машина у вас в лед, сразу же в лед уходили. То есть вы увидели, что машины востребованы, да? Да, даже сыну люди сразу, не задумываясь, сразу высокое ISO наставляли и сразу же
закупали. Это как аукцион, да? Да, как, ну это биржа же, на бирже выставляет по такой цене, такой-то лот, и кто объявляет большую сумму, тот. Потому что у вас быстро так разлетались, и я решил, вот, давай-ка попробуем, своему директору сказал, говорю, давай попробуем Ульяновский автозавод. Я съезжу, посмотрю там, и съездил практически месяца 2 был, по-моему, пробыл. И даже на завод нельзя было попасть. Это военный же завод был. По пропуску пропускали. Подземный переход, там пункт пропуска, и по нему только пропускали. И как вы прилетели из Якутии? Да, из Якутии прилетел, никак не мог попасть в завод, искал ходы-выходы, и так получилось, что это самое. Ну, все равно, когда человек старается, человек как бы стремится, он же ходы-выходы все равно находит. Как-то я ходы-выходы нашел, по человекам познакомился. При заводе училище было, при заводе. Вот он занимал какую-то важную должность этой училища. И вот он мне достал пропуск, мы с ним зашли. И вот я там тогда посмотрел, что такое Ульяновский автозавод, как она устроена, какая территория большая, огромная. Цехи посмотрел, с ним ходили. Потом тогда еще автомашины вот так запросто частные руки не продавали. А через этого человека мы переобрели машину, потому что он как ученый машину мог себе взять, и у него мы первую машину у него купили. Через вот этого посредника. Да. А это танк, да? Это танк. Да. Это знаменитый танк, вот это, который ваш оператор мечтает купить. Белый, да? Белый. Ваш батаровый танк идет или нет, а? Ага. Танк вообще очень хорошо идет. Да? Да. Ну просто я больших машин боюсь. Ага. Но у нас, парковаться этот. Ага. Ну как Lexus, это как 200-й же, да? И сядьте, посмотрите, удобство очень хорошее. Ой, да, экран большой. Экран большой, очень удобная машина, сидеть очень хорошо. Да. Просторно так. Ну, первую машину у него переобрели, конечно, ему оплатили деньги, которые он сказал. Потом сюда пригнали, и через эту тоже биржу быстро так хорошо так навары делали. Понравилось руководству, я еще раз поехал, созвонился. Тогда сотовых телефонов не было. Да. Человеком созвонился, говорю, давайте еще, можете пару машин сделать. Он говорит, да, вот если вот такая, там тоже, видимо, они коммерцию делали свою, Вот, тогда я съездил, 2 машины купил, привез, потом еще съездил, еще 2 привез на предприятие. Ну, вот это самое, дорабатывал предприятие, зарплату получал. Потом я подумал, а почему бы и нет, самого попробовать? Потому что на рынке тоже достаточно, большой. Даже если одна машина на рынке появлялась, новая машина, лед она уходила. Это в 17-м квартале тогда рынок был. Да, авторынок. Ну. Потом я оттуда уволился и сам съездил сам, с этим человеком договорился, но перевести машину это нужны были деньги там достаточно большие деньги. Но так как на одну машину, можно было сказать, у меня капитал был. Почему? Потому что я, когда я в золото работал, последние 2 года я без отпуска работал, и у нас зарплату удерживали, и селевой вклад такой был. По селевому вкладу я тогда Ниву получил. Новенькая Нива была у меня, ездил. Думаю, что капитал делать, Ниву продал. Помните, за сколько продали? Помните, за сколько продали? Нет, не помню. Не помню, но достаточно хорошо продал, чтобы немножко добавить и машину у вас купить. Вот. Машину продал, у друзей занял, у родственника занял, и у меня как раз хватило на одну машину, перевез одну машину, продал. Ну и так пошло-поехало. Да, по одной машине ездил, продавал, потом уже на заводе можно было, я в коже был, как бы начальник отдела, сбыта, туда-сюда познакомился. И потом уже на заводе все-таки, когда Союз развалился, там на заводе тоже деньги работникам надо было платить, а
предприятия, машины, раньше, если по разнарядке эти машины уходили, то сейчас уже разнарядки не было, и машину как-то надо было реализовывать. И они цену повысили, и тоже, ну, можно сказать, уже появилась рыночная, как бы, цена, да, и отношения. Да, рыночные отношения. Вот. Они начали продавать договора, да, ну, можно 10 договор заключить, можно было вот, от какого-то предприятия, вот, ну, такое-то предприятие хочет купить эту машину, и если зам генеральный по сбыту подписывал, можно было эти 10 машин оплатить и забрать. Вот так и получилось. Вот по одной машине, потом сюда приехал, нашел товарища, который мог сразу же 10 машин купить. С ним договорился, и это самое, он у меня деньги купил, один богатый товарищ. Сразу же не одну, не две машины, а один состав полностью привез 10 машин. 10 машин. Это как получается первый инвестор, да? Да, первый инвестор. Первый инвестор, он машину купил, я заработал тоже хорошие деньги. Вот так я сначала договора продавал, чтобы чтобы мог не по одной машине, а состав свой привезти. Вот. Тогда я еще предприятие Колми не открывал. Это 92 год. Вот так я работал и немножко какую как финансовую себе этот задел сделал. Это как самозанятый, услуги, получается, да, переговорщик, коммуникация. Да. И потом уже в 93 году создал фирму Колми. Тогда нас мало было нас. Где-то я, мой одноклассник был, Михаил, поэтому все думают Колми, Коля, Миша. Но учредителем 100% я был. И Михаилу я даже говорил, у меня даже до сих пор этот договор лежит, 25% доли, ну, деньги вложишь, и 25% ты выкупаешь. Ну, он 2 года поработали, он не выкупил, и это самое, заявление написал, ушел в другой предприятие. Вот. А я остался один работать, потом, значит, у нас было 5-6 человек, потом потихоньку расширились, и у меня доходило до 100 с лишним человек в команде, да? Ага. Ну, сейчас чуть меньше стало. Сами знаете, это уже последние годы рынок меняется, рынок меняется. Ну, где-то человек 80 работает у меня все равно. А вообще, Николай Николаевич, как формируется экономика дилерского центра? Ну, экономика дилерского центра, это как бы нам завод отправляет машины, мы же по заводской цене продаем, там вот по такой цене продаете. И вот на этой марже мы живем, но как бы, чтобы каждый человек хочет заработать план, они составляют план, по этому плану работаем, но чтобы заработать, все равно свыше плана мы продаем. Но в последнее время, конечно, мы немножко, НД сейчас увеличено же, поэтому даже иногда мы тормозим. В конце месяца даже мы прекращаем продажу, чтобы лишний раз на НДС не влететь. И на зарплату заработали, на расходы заработали свои, немножко перерыв сделали, и мы тормозим. Да. Получается, дилерский вам дает завод со скидкой, да? То есть, со скидкой, да, конечно, то есть маржу вам дает завод. Завод дает, ага. Да. А то, что перевозка, транспортные расходы? Транспортные расходы завод берет на себя. Завод берет на себя. Ну, до Нерюнгри отправляет поездом, а с Нерюнгри перевозчик сюда должен был перевезти, но это перевозчики, они обычно зимой боятся, такой холод сюда поставляют, поэтому перевозчик с нами заключает договор, и с Нерюнгри машины мы сами. Вы сами уже организуете эту перевозку? Да, перевозка, поэтому у меня 20 лет, ребята, которые перегонщики, которые работают 20 лет. Потому что у меня 2 автовоза, и автовоз тоже, вот, например, Жигули, вот, допустим, ВАЗ, они должны перевезти до Нерюнгри поезда, а с Нерюнгри довезти на автовозах до Якутска. Но они
боятся холодов. Летом-то, конечно, ездят, а зимой с нами заключают договора. И с нее мы сами увозим. Это тоже экономика наша. Зарабатываете, да, на перевозке. То есть я правильно понимаю, чтобы стать автодилером какой-нибудь компании, то у тебя должна быть база? Конечно, да? конечно. Да, то есть вы раньше занимались, получается, как бы посредничеством, да, то есть покупали на свои деньги и перепродавали на разнице жили. Потом, когда вы стали автодилером, да, то есть, чтобы стать автодилером, вы построили базу, да, и он не просто любой человек придет и там скажет, ну, давай, мы тебе машину привезем, да, машину отправим на реализацию, так не скажет, да? Да, тут тоже спрашиваете, как обычные клиенты, которые все думают, коми вот типа барыги, спекулянты там на этих купи-продай как будто. Это нет, это очень трудно. Еще зимнее время очень трудная работа. Почему? Потому что в Нернгере состав приезжает, а состав надо выгружать же. А мы выгружаем сами. Никакая база, которая там в Нернгере находится, они не способны разогревать по 30-40 машин, иногда вот 100 машин одновременно приходят. Эти машины, они не способны, людей даже у них не хватает отогревать эти машины. А у меня есть, я в Нернгере держу штат, специально этих людей, которые они работают, встречают машину, разогревают, делают перепродажку, чтобы сюда ехать, и перегонщики получают, отсюда едут. Так что тут механизм достаточно такой трудоемкий. Трудоемкий, да. А сейчас какие направления у Колми? У нас направление, у нас автомобильный бизнес. Мы продаем газ, продаем, УАЗ продаем, ВАЗ продаем и трактора я видела. Да, сейчас это же скажу я. Сначала начали с автомашин, конечно. Вот, долгое время продавали, только УАЗом занимались. Мы в свое время, в хорошие времена, по 1700 даже машин продавали в год. 1700 машин? И одних УАЗиков продавали. Одних УАЗиков? Ну, потом, сейчас, конечно, намного меньше, но все равно УАЗ – это УАЗ. Да, это востребованная машина, это рабочая лошадка, в деревнях. Очень многое мне в лицо говорили, что ты ведро с болтами продаешь? Я говорю, это не ведро с болтами, говорю, это трудяга. Трудяга, да, лошадка. Это тот, который думает ведро с болтами, у него в голове ведро, а внутри болты, говорю. Неправильно думайте, это трудяга машина, его не надо, говорю, обижать. Его надо любить, говорю. Эта машина всегда нас кормит. Буханка? Буханка, самая такая. Вот недавно в Ютубе видел самый большой монгольский авторынок. И там одни Тойоты. Монголы говорят, а почему китайских нету? Монголы говорят, китайская плохая, мы японские лучше. А потом идет, и эти буханки стоят. Там 2 или 3 буханки. А эти машины, эта машина самая лучшая машина, самая надежная. А почему так мало? Они сразу полностью раскупаются. Ну, конечно, вы представляете, когда у нас все равно большая территория, в деревнях дороги нету, и сколько буханок помогает вообще выживать, да, то есть это и до родильного довезет, да, сколько в этих буханах детей якутских родилось. Да. Самая такая. А патриот это вообще 200-ка, только отечественная. Да, 200-ка отечественная. Ну, сейчас все чиновники пересядут на патриоты. Патриоты. У моего мужа первая машина, Патриот был. Мы на Патриоте ездили. Он вообще весь упакованный, весь этот на фарше. Я говорю, там была такая история, когда хотела там, мечтала выйти замуж, там, на коуч-сессии я писала желание, говорю, вот он на джипе. На джипе. Ну, получилось же, что он на джипе. Да, я же не указала, какой марки, говорю. Ну, так как мы вспомнили, что не так много компаний осталось, да, которые, когда был юбилей 25 лет, вас было 5, сейчас вас осталось 3, да. Вообще, какие самые тяжелые были времена в вашей отрасли?
Времена, самые тяжелые времена, практически, честно говоря, можно сказать, ежедневно трудно. Каждый день просыпаешь, и что-то надо делать же. Поэтому. Кстати, я хотел вот на предыдущий вопрос сказать, что вот люди думают купюра, а на самом-то деле вот Колми, вот единственное предприятие, мы как бы автомобилем ГАЗ, УАЗ и ВАЗ, мы только торгуем по республике. И мы обеспечиваем полностью всю республику. Полностью бюджетников, полностью горняков. Колмар, Селигдар, угольщики, алмазники, все покупают у нас машины. ЖКХ, Минздрав, вот сейчас тоже медицина, Минздрав тоже. Да. Образование. В прошлом году 40, позапрошлом году 40, в этом году у них где-то машин 20, потом уже заявку они подают на следующий год уже подают медики. Вот Минздрав, почта, МВД, МЧС, экология, ЖКХ, энергетики, годовики, Саханнефтегазбыт, всех мы обеспечиваем машинами, обеспечиваем. Понимаете, поэтому частник думает только, я как будто купил машину, вот он на меня. Нет. Вот мы жизнедеятельность республики, можно сказать, обеспечиваем мы. Ага. Но я поняла, как вы обеспечиваете. Просто нету таких компаний, которые бы могли заниматься именно перевозкой полным циклом. Ага, да. А получается, почему через Колми? Потому что у вас есть команда, конечно, у вас есть база, у вас есть возможности его до Якутии транспортировать. Да, да. Поэтому и получается, вы являетесь вот той компанией, которая обеспечивает именно транспортировки вот этих всех нам необходимых автомобилей. Да. Логисты даже, логистических компаний по России много же. Иногда вот в начале года они всегда говорят, давайте с ними не заключайте, с нами заключайте. Ну, чтобы тендер выиграть, начинают нам звонить и начинают с нами торговаться. Понимаете? Ну, поэтому то, что вы правильно сказали, то, что у нас логистическая система полностью до Якутска сделана, поэтому и логистические компании с нами работают, и УАЗ, ВАЗ до сих пор с нами работает, и очень довольны. У них иногда бывают же вот эти прямые контракты, которые вот, допустим, школьные машины, 50 машин ГАЗ, прямо через Минпромторг поставляется завода, Минпромторг покупает завода и поставляет сюда. И эти машины завод не может до Якутска перевезти. И нам просят, Николай Николаевич, помогите вот эти машины с Нижнего Новгорода доставить и отдать тому же Министерству образования, тому же Минздраву, тому же МВД, гаишникам вот эти новые машины пришли, тоже через нас же поставляют. Вот. Ну тогда мы сказали, что тяжелые времена, они всегда, да, то есть все время что-то меняется. Насчет тяжелых времен, конечно, тяжелые, это каждая работа, это каждый день разное может случиться, поэтому всегда надо быть готовым к каким-то таким, можно сказать, испытаниям. А так, по финансово, если сказать, то, конечно, вот 2008 это кризис, мировой кризис нам ударил. Потом, 90-е годы, тогда, когда деноминация была, девальвация была, это все тоже по карману очень много било же. Тогда, когда, а вот для именно компании Колми? Для компании Колми сейчас в связи с санкциями, вот, например, иностранные бренды ушли же, там любимые всеми якутянами, то есть Тойоты. Да. Японские автомашины пропали же. Да, и стали вообще золотыми. Да, и золотыми. Вот цена выросла, космическая стала. Поэтому в связи с этими резко упала. Вот, например, в прошлом году по России
почти что 80% упало же. Продажи, да? Продажи упали. Toyota. И очень много таких больших компаний, гиганты в Москве, дилеры московские, они очень много дилеров обанкротили же. Большие даже дилеры. А мы, то, что мы хорошо, вот здесь мы ведро с болтами, как говорится, у вас вот люди говорят ведро с болтами, но она нам помогла выжить в эти, как говорится, времена. Да, штаны, даже мы штаны, ремни не затягивали, ремни свободно держали, но она нам помогла зарабатывать деньги. Мы как бы не стремились даже вот эти тяжелые, ну, например, сначала пандемия была, там в пандемии заводы не работали, поэтому резко сократилась поставка во время пандемии. Потом СВО началось, вот эти уже 4-й год, даже 5-й год идет, как бы это тяжелое время, но если вот так рационально все использовать, рационально, ну, допустим, и распределить по квартально свои эти, ну, продажи, машины, то можно жить, можно, как говорится, все эти трудности выдерживать, идти вперед. И хорошо, что мы дилеры вот, отечественных машин, Владимир Владимирович Путин сказал, пересесть на отечественные машины, поэтому будем ждать. Ну, с прошлого года, между прочим, продажи патриотов, УАЗ-патриотов и эти ВАЗовские машины достаточно большие, у нас выросли, да? Выросли. Вот столько лет, что является движущей силой, да, которая, ну, вот, вами движет, чтобы вы занимались бизнесом так долго? Вот какие сейчас цели? Вот для чего хочется вот заниматься бизнесом? Движущая сила — это вот ребята находятся. Вот это и моя движущая сила. Вот команда? Команда, моя команда, да. И мы вместе работаем, вот это и есть моя движущая сила. А так, что двигает? Двигает то, что вот мы работаем, удовольствие получаем от этой работы, удовольствие получаем тогда, когда клиент покупает новую машину, едет на нашей машине, это же людям, если вот так приятно сделаешь, это удовольствие же, и вот это еще двигает. И самое главное — команда. Те люди, у нас достаточно молодая команда, ребята молодые, все свою работу любят. Есть какая-то цель, которую хочется сделать еще? Нет, конечно, целей много, потому что мы на одном месте не стоим же. Ну, допустим, мы машину продаем, да? Машину продаем, ну, пока мы запчасти не продаем. И благодаря тому, что мы машину продаем, тем больше машин продаем, тем больше вот стоят же эти магазины, запчастей, магазины, эти другие люди, они тоже зарабатывают. Это тоже приятно тогда, когда люди. Но настанет время тогда, когда мы начнем тоже сами торговать этими запчастями. Большой магазин запчастей построим и будем ими тоже торговать. Это тоже цель. Получается, сейчас у вас УАЗ, ГАЗ, ВАЗ, ДЖАК китайский и Ловалы. Вот это трактора Ловал. Да, трактора. И Хайсаны, эти квадроциклы, баги, гидроциклы. А это трактора чьи производства? Трактора китайские. Китайские. Но мне кажется, это тоже такая рабочая лошадка для сенокоса, да? Конечно, я сейчас скажу. Трактора Ловал в Китае занимает 75% сельскохозяйства. Вот эти трактора занимают. И они очень качественные. Вот. Мы в прошлом году весной перевезли, практически год тому назад, первые трактора. Люди, которые купили, мы с ними созваниваемся, обратная связь у нас есть, и ни один человек не пожалел, что я этот трактор купил. Работоспособность очень большая. Да. И и косит, и собирает, и прессует, косит, да? И прессует, и у нас вот сейчас, если посмотреть доп. Оборудование же, на него можно экскаватор вешать, на него можно буры вешать, на него можно вешать манипулятор, сверлу, кран вешать, на него можно уборочные
ну, сеялки, велки, уборки, снег убирать, лопаты, кунт, отвал, все есть. Ой, Поэтому этот трактор очень, честно говорю, рабочая лошадка. Да. Почему я обратила внимание, я же сама из деревни, и у мамы у меня хозяйство было, да, то есть я просто знаю, какой это тяжелый человеческий труд вообще содержать хозяйство. У мамы там 30 коров поголовье до себя. Поэтому трактор в деревне это просто самая лучшая помощница. Вот один наш покупатель купил трактор 75 лошадей, и вот он с радостью рассказывает. Смотрите, белорус вот это 85 лошадей востока не тянет, а этот вот 75 лошадей тянет огромный. Он показывает рессоры, сейчас покажет. Он удивляется, рессоры, говорит, сколько стоит ловок? Ребят спросим, но она дешевле белоруса, да? Белоруса. Ага, дешевле белоруса. Вот смотрите. Даже не прогнулась, да? Четырехлистовая рессора в обратную сторону прогнулась. 36 рулонов тянет. Хвалит трактор, что она экономичная, внутри музыка, внутри кондиционер, и он уже работает в удовольствие. Да, в удовольствие. Позавчера у нас купили трактор 55-й, и этот человек купил и отсюда прямо поехал Бырама, знаете, да, вам могу ехать, Бырама, поселок Бырама, отсюда где-то 130, что ли, или 140 километров. Он вообще легко доехал, говорит, как на иномарке музыку включил, говорит, печка очень теплая, говорит, сидел в рубашке, говорит, в тракторе, говорит, сижу в рубашке и музыку, слушая музыку, доехал до этого. О, это же так приятно, да, что сейчас технологии вообще меняются и комфорт появляется даже на таких рабочих лошадках, как трактор. Но когда вот мы говорили про иномарки, да, давайте вспомним, были времена, когда благодаря вашей компании, да, впервые появилась возможность приобрести новенькие автомобили, салона, да, и помню, весь город пересел на Nissan, Nissan Juke, и я очень мечтала Mitsubishi купить, да, я всегда проезжала, и муж говорит, нет, не заходим, да, чтобы у меня глаза не загорелись, а потом, когда появилась возможность, уже Mitsubishi вы перестали. Привозить. Вообще причина закрытия этих ниш. А там свои нюансы были. Помните, мы Nissan открыли в 2012 году и Mitsubishi, по-моему, в 2014 году. Да, как раз помню. И тогда мы Nissan продавали практически в год по 550-600 машин первые года продавали. До 2015 года, можно сказать, продавали. Почему? Потому что у них линейка была. Выбор был большой. Выбор был. Линейка состояла из 12 машин. Вот, поэтому выбор был большой, машины очень хорошо продавались. Mitsubishi то же самое. Выбор был большой. ASX продавали, Outlander продавали. Да, потом Pajero Sport продавали, Pajero продавали, L200 продавали. Поэтому выбор был большой. А потом после 2014 года санкции Америка санкции ввела после нашего Крыма. Санкции ввели и резко японские компании сократили поставки. Да. А у нас остался только Nissan Qashqai и X-Trail. И немножко Murano. Патруль год 1-2 нам давали. Mitsubishi, Outlander, ASX вообще убрали, самая продаваемая машина была. Outlander ограниченно нам давали. Спортаж L200 уже пропала, потому что как бы они думали, пикап в военных действиях, видимо, участвует, поэтому L200 пропал. Ну вот 2-3 этих марок осталось, поэтому продажи резко упали. Если мы продавали, я говорю, Nissan по 500 машин, по 500-600 машин, то
последние годы мы стали продавать год 48-49. А в это время мы, как субдилеры с Владивостока, Самин Моторса, перевозили Тойоты и продавали до 100 машин Тойот. И сами знаете, что делать, выбор остался, если вот так машины так продаются, зачем это надо? И мы сначала Kia, когда открыли, Kia не здесь была же, а вместо салона Mitsubishi Kia поставили. И Kia начали продавать, а Kia хорошо, первое время хорошо уходили. Ну и до ухода с рынка они хорошо уходили. Потом построили вот этот салон Kia, а там вместо этого Kia сделали ВАЗовский. У нас ВАЗ мы практически с колес продавали, а там ВАЗовский. Они у нас требовали салон открыть, поэтому там открыли ВАЗовский салон. А Ниссановский мы закрыли, потом в надежде, что там тендеры объявляли, Toyota объявляла, поэтому думали, возьмем дилерство Toyota, поэтому... А зачем 30-40 машин продавать, поэтому закрыли Nissan, ждали дилерство Toyota, ну и получилось вот это. Последние события. И все это прекратилось. Рынок, да? Ну мы не жалеем, не работаем. Сейчас там ЖАК, там газ, все нормально работаем. Впереди планы есть открыть Чанган. Мы заявку уже подали на Китай, да? Китайец, да? Китайская Чанган на рассмотрении находится. Вот здесь вот этот автосалон Kia мы расширим еще. Вот. Потом Джили подали. Ну, посмотрим. На днях должно быть апрель-май, рассмотрение должно быть. Ну и одно из них возьмем, дальше будем идти. Ага, то есть сейчас, получается, в связи с тем, что вот рынок меняется, вы переориентируетесь, да, на то, что есть, с чем можно работать. Да, то есть сейчас Китай наше все. Ну, наше все. Китайские машины очень хорошие. Я в прошлом году там хотел Lexus купить. Конечно, для каждого человека, уважающего себя человека, это премиальная машина очень хорошая, но когда поехал в Москву, я заранее заказывал, за год заявку подавал. Сказали, ваша машина, машина прибыла, можете посмотреть. Я съездил, посмотрел машину, очень хорошая машина, потом цену, когда сказали, я тормознулся. Зачем 22 миллиона тратить? И зашел рядом стоящий салон, танк, посмотрел танк, вообще шикарно, ничем не уступает по комфорту. Лексусу, поэтому и 4 раза дешевле Лексуса. Да. Потом решил купить танк, купил, привез сюда. Для интереса второй на продажу купил танк. 2 танка я привез. Одну продал, потом с теми же, у которых я купил, с ними же тоже как бы субдилерство. Ну, не субдилерство, а просто партнерский договор мы сделали. Они нам хорошие скидки дают, и поэтому танки возим. В прошлом году мы больше 25 машин уже продали. В этом году уже вот 4 машины перевезли, 5 перевезли. И еще уже вот сегодня 4 должны подъехать. Получается, вы иногда работаете по дилерской схеме, да, когда завод дает вам со своим маржой, да. Иногда работаете как партнерство, да, иногда покупаете и перепродаете. Не, мы всегда, у нас как бы приоритет это всегда быть дилерами. Работать с партнерами, с заводами. Так же, как с УАЗом, ВАЗом, этим Nissan, как и работали, так же хотим дальше работать. Поэтому вот мы сейчас с Джаком работаем, Ловелом очень хороший, честно работаем. В прошлом году с мая начали продавать трактора, они дистрибьюторами довольны. Вот. И мы хотим тоже так же работать. Танки, если мы дилерство возьмем, танки сами будем продавать. А так как пока мы дилерство не получили, и дилер нам дает партнерский хорошую скидку, почему бы и нет, мы продаем. Только там уже как бы гарантии нету, но через дилера мы гарантии можем поддержать. А так бы, если бы
тут бы открыли, вот здесь, прямо здесь бы гарантии бы давали. На эти трактора мы гарантии даем очень хорошие. Тут и такой вопрос очень возникает, да, вот компании иностранные, как вы с ними партнеритесь, да, вот как вы, там, у вас есть в штате переводчик, или это через российский их офис, это вообще как происходит эта схема? Это происходит как, вы правильно сказали, через российский офис. Мы заключаем дилерство, получаем у дистрибьютора. Дистрибьютор – это единственный китайский партнер, который перевозит в Россию автомашины или тракторолов, и вот он создает дилерскую свою сеть. И мы вот становимся, заявку на тендер участвуем, становимся дилерами. Понимаете, дилерами, и мы уже с ними работаем дистрибьютором, поэтому никаких таких этих переводчиков не надо. В Китай не надо ездить, не да? надо ездить. Но, конечно, вот здесь к нам очень часто любили, когда мы были дилерами Nissan и Mitsubishi, японцы приезжали? Год, 2-3 раза приезжали. Очень хорошо мы тут встречали. Им нравилась рыбалка, охота, быт даже. Вот ездили на завод скота, мы их водили, поэтому им нравилось. Ну, они английский язык знали. У меня, например, что сын, что дочка английский очень хорошо разговаривает, поэтому в переводчиках не нуждаемся. Ну, мы из работников тоже есть ребята, которые английский нормально знают. Ну, наверное, один из последних вопросов, да, чего нам ждать с изменением стоимости ИТИЛ сбора с 1 апреля? Мне кажется, этот вопрос всех волнует. 1 апреля я специально вчера зашел, посмотрел, ничего не поменялось. Пока ничего не поменялось. Также стоит. Утилизационный сбор, как было год тому назад, ну, начало года и в конце года. Поэтому пока еще изменений Но об этом нет. же очень много говорят. Говорят, конечно, говорят, но хотели, видимо, потом, видимо, подумали и немножко как бы пока переостановили. А так, конечно, если утилизационный сбор если появится, то, конечно, во-первых, это будут трудности у тех, которые возят на машину, единичную машину на продажу. Вот новую машину купили, сюда перевезти, продавать это для них труднее будет. Почему? Потому что у них они не могут конкурировать с дилерами, понимаете? И физдис тоже. Физдис купил, он в течение года не сможет продать эту машину. Вот. А у дилеров, там мы я не знаю, дилеры, возможно, все равно как-то, насколько этот повысится, возможно, повысят, возможно, и не повысят. То есть пока непонятно? Да, пока непонятно. Почему? Потому что иногда дистрибьюцию правительство тоже поддерживает. Поэтому иногда, ну, чтобы цены не повышали. Поэтому я не знаю, пока у нас повышения цены нет. А как 1 апреля есть? Тишина. Цены такие же. Да? А как вы думаете, как будет меняться ваш рынок, рынок автомашин? Как меняться? Ну, какие будут ключевые тенденции, да? Конечно, сейчас в последнее время новые машины не так много продаются. Мало продаются, но машины покупают, но мало. Практически, я не побоюсь сказать, где-то 60% упало. Но мы за счет, я же сказал, да, за счет вот этого УАЗов, ВАЗов, за счет этих малых предприятий, ИПшек, ОШек, бюджетных организаций, все равно машины продаем. Поэтому для нас как бы сильно это не боязно. А для других? Конечно, для других, конечно, те, которые именно вот частникам продают, им, конечно, трудновастенько будет. Почему? Потому что рынок упал. Сейчас люди
иногда вот все ждут. В прошлом году ждали, на следующем году, что случится. В этом году вот выборы прошли, но все равно люди в ожидании находятся. Поэтому немножко как бы. Но зато продажа поддержанных автомашин повысилась. Мы поддержанные тоже, пока вот это Япония не закрыла, продавали поддержанные машины. В аукционах участвовали японских и перевозили, продавали. Достаточно хорошо продавали. Ну, дальше будем смотреть, все равно в ближайшие 5 лет таких резких изменений ничего не будет все равно, конечно. Ну, наверное, на китайцев перейдем. Конечно, на китайцев перейдем. Да, конечно, вот поэтому мы заявку подали. Чанган, если нашу заявку рассмотрит, нас в качестве дилеров увидит, то это будет очень хорошо. Почему? Потому что в Чангане более 16 Это вот Хавал, моделей. Да? Нет, не Хавейл. Хавейл, между прочим, Восток Евротехника выиграла. Восток Евротехника. У них тоже хорошие машины. Да. Поэтому Якутии, на самом-то деле, у тех, которые хотят пересесть на новенькие машины, что Хавейл, что они Черри торгуют тоже, что Хавейл, что у нас Джак, Чанган, машины будут. И ВАЗ тоже обновляет свои эти машины, модели. Модели, да? Да. То есть для Якутии, чтобы сесть на новенькую машину, у нас будет все равно возможность, да? Потому что, как новая машина, да, это же как один из меч каждого человека, да, что когда ты с салона берешь, я свой Тусан так люблю, я говорю же, что у вас не было Mitsubishi, и тогда мы пошли в Hyundai, я его обожаю. Тоже хорошая машина. Да, я его очень люблю, и я говорю, я сажусь на него и чувствую себя как мой аватар, говорю, да, то есть. Вот и мы сегодня с вами познакомились, что такое автодилерский бизнес. Николай Николаевич, спасибо, что сегодня... Я